каждым днем в республике неумолимо растет количество больных. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос более чем на 50%. Из-за разгулявшегося вируса один за другим закрываются спорткомплексы, театры и образовательные учреждения. Не допустить распространения вирусных инфекций – основная цель карантина. Учебный процесс прервался уже в 166 из 180 школ республики. Закрыт на карантин и Ледовый дворец во Владикавказе, который начнет работать не раньше новой недели. Также отменены плановые мероприятия в Национальном музее республики и в Доме-музее Иса Плиева. Специалисты отмечают, вспышка носит сезонный характер. Самое главное – предпринять все необходимые меры для профилактики и лечения заболеваний. Не игнорировать врачебную помощь. Ситуация должна стабилизироваться уже к концу этого месяца. Мы превышаем эпидемический порог. Это среднемноголетняя заболеваемость гриппом и ОРВИ на 63,7% по республике это, а по городу Владикавказа мы превышаем эпидпорог на 32,6%. Общественная экологическая приемная Северной Осетии отчиталась за проделанную работу. Презентация приемной прошла еще в мае предыдущего года. Наша республика – второй регион в СКФО, который принял у себя подобное новаторство. Проект реализуется при поддержке Совета Федерации. В центре внимания охрана окружающей среды, памятников культуры и архитектуры от негативного техногенного воздействия, использование природных ресурсов, а также влияние экологической обстановки на здоровье человека. Организация напрямую взаимодействует с гражданами. В приемной работает горячая линия. В числе ее сотрудников Министерство экологии, Росприроднадзор и администрация Владикавказа. За год работы с помощью ОЭП были ликвидированы несанкционированные свалки в республике, а виновников привлекли к административной ответственности. На заседании, которое прошло во Владикавказе, обсудили возможность создания Северокавказского регионального отделения общественной экологической приемной. По словам участников, это поможет решать проблемы экологии более эффективно. Проблемы Северного Кавказа, они очень большие. И если мы соберемся вместе, как предполагается, то есть все субъекты Северокавказского федерального округа, то те задачи, которые стоят перед всеми регионами, совместными усилиями их легче решить. В Русском академическом театре торжественно открыли год литературы. В зале собрались молодые профессионалы. Актеры Русского и Остинского театров представили произведения классиков и современных писателей, поэтов и драматургов. Гости услышали Пушкина, Лермонтова и Коста Хитагурова. С началом года литературы всех собравшихся поздравил первый заместитель председателя парламента Станислав Кисаев. Вице-спикер отметил важность литературного направления и призвал общественность обратить внимание к этому особому виду искусства. В рамках года литературы в Северной Осетии запланированы различные мероприятия. Среди них акция «Библия-ночь», празднование Дня славянской письменности и культуры, а также вручение молодым литераторам премий. Сейчас век информационных технологий, интернет, контакты, все остальное. И обычная простая книга сейчас чуть-чуть не актуальна, теряет свой вес. И возрождение интереса к книге, к любви, к чтению, которая была в Советском Союзе, как я застал своих старших. Это очень похвально и достойно. По крайней мере, я очень всеми силами души поддерживаю то, что сейчас делается. Очень.